Память – это единственная река, которая движется против течения леты. Сергей Довлатов. 12 февраля 1999 года ушел из жизни поэт Александр Яковлевич Бейлин. В республике Коми и за ее пределами он известен под литературным псевдонимом Алшутов. В день его памяти Музей истории просвещения Коми-края Сыктывкарского государственного университета собрались ученые, поэты, художники, все, кто любили и уважали Александра Яковлевича. Конечно, людей, лично знавших Александра Алшутова, намного больше, ведь он был очень общительным человеком, но не все смогли побывать на этом вечере. Благодаря нашей передаче мы расширим рамки этой аудитории, и все, кому дорог поэт Александр Алшутов, смогут еще раз вспомнить о нем. Говорят, что человек жив, пока о нем помнят. Еще при жизни Александра Яковлевича была создана телевизионная передача о нем, которая демонстрировалась на вечере памяти. Некоторые отрывки из нее вы увидите сегодня в нашей программе. О бурной, насыщенной событиями и коллизиями личной и творческой жизни Алшутова можно было бы снять многосерийный фильм в любом жанре – драмы, комедии, трагедии, фарса. Один фильм, а точнее небольшой очерк, был снят 10 лет назад на Гостелерадио Коми АССР. Снег идет предсказанием назло, вознесен меж землей и небом, и куда только нас занесло, мы с тобой, занесенные снегом, занесенные так, как гуляк непутевых поземкой заносит, и не выйти отсюда никак, и никто нас больше не спросит, или так, как нежданный привет, с почтой посланный вдаль голубиной, вопреки силе мрачных примет, вдруг заносится в окна любимых, пусть возьмется об этом гадать, наделенный могуществом неким, да и то отгадает, когда мы с тобой, занесенные снегом, жили мы, не жалея себя, не трясясь над деньгой и талантом. Нас с тобой разменяла судьба на вот эти снежинки. Да ладно, часто нам не хватало тепла, хотя воздух насыщен был гарью, и нередко с тобою дотла. Ни одни корабли мы сжигали, не жалей, жили правильно мы, и, впадая в позорную слабость, мы не станем просить у зимы красных грамот охранных на славу. Предназначена слава не нам, слава Богу, решил я, Бог с нею. Тихо так, что слышна тишина, мы с тобой, занесенные снегом. Эх, сюда бы теперь телефон с ниткой провода, длинный-предлинный, чтоб звук голоса плыл твоего вдоль Арбата над зимней Неглинной, чтоб над тем заповедным столом точно гром среди ясного неба вдруг послышалось в трубке: «Алло!» говорят, занесенные снегом, и в ответ удивленно: «Алло!» А метель за окном прибывает, и становится так вдруг тепло, как во сне, только в детстве бывает. Проходит кавалерия, вы слышите, звенят подковами зеленые околицы. Эх, кони непокорные, проходят мимо конницы каурые и белые, соловые и рыжие. Проходит кавалерия, вы слышите? Проходит кавалерия, вы слышите? Проходит кавалерия. Эта песня принесла громкую, но, увы, скоротечную славу поэту Александру Алшутову. Премьера ее состоялась на Центральном радио 30 лет назад, а затем
был долгий и трудный путь. Опустим биографические подробности, где жил, кем работал Александр Алшутов. Важнее – жизнь человеческого духа, которая отражена в его стихах. Старайтесь теплом моим случайным согреться, как приблудные котята, и радуйтесь. Ну а я скучаю. Откуда знать вам, кем я был когда-то? Я был горячим сердцем парохода, и жар души во мне пылал, как порох. Поправ капризы штормовой погоды, мне горы соли было двигать впору. Пульсируя, передавал я силу гигантскому коленчатому валу, и капитан над паникой крысиной девятому в лицо смеялся в валу. Мой голос плыл над белыми ночами, и город, очарованный сиреной, черемухой тянул ко мне причалы. Я молодым тогда был, современным. Когда вопрос нелепый задают, за что мы любим родину свою, я словом на него не отвечая, всем существом до боли сознаю, что за нее во всем я отвечаю, чего отнюдь другим не предлагаю, на посторонних не перелагаю сверхличную ответственность мою. Александр Яковлевич Алшутов. Мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня на этот вечер. Вечер памяти большого человека, большого художника, большого поэта. Я хочу сейчас пригласить на эту сцену человека, который знал Александра Яковлевича, которого я могу назвать хранителем памяти, и мы все должны быть ему очень благодарны за мемориал, за покаяние, за память. Михаил Борисович Рогачев. Мне просто сегодня приятно вместе с вами не воспоминаниями делиться, уж по крайней мере не речь, конечно, читать. Я думаю, что Александр Яковлевич очень бы удивился, если бы узнал, что про него речи готовят. А просто приятно вспомнить о хорошем человеке, о добром человеке, о человеке, который дорог всем нам и которых каждого из нас, наверное, сделал просто немножко лучше. О человеке, который писал хорошие книги, который имел хороших друзей, который сам был отличным другом. О человеке, который останется в памяти как человек неугомонный, как гражданин, вот в нормальном значении этого слова, гражданин, просто как о хорошем человеке, после которого остались книги, остались добрые воспоминания, семья, дочка, с которой мы гораздо лучше были знакомы, чем с папой. Просто осталась добрая память, и, наверное, не стоит говорить какие-то забитые, затертые, привычные слова о величии, о значении и так далее. Просто давайте все с улыбкой вспомним хорошего человека. Столкнула меня с ним судьба в 80-м году, 17-летнего мальчишку, когда мой товарищ по университету сказал: есть такой поэт Алшутов, пошли ему стихи отнесем. И мы понесли ему вот эти вот свои блокнотики с каракулями, там, с какими-то записями. Молодежь Севера, пришли к нему, отдали. Вот, он на нас посмотрел, с нами немножко поговорил, выяснил глубину, так сказать, нашего поэтического, начитанности нашей поэтической, спросил, кто такой Мандельштам, там еще что-то такое. Вот. Ну, я как парень деревенский, конечно, быкал-мыкал, я еще был только на первом курсе, я не знал этого всего. Товарищ мой был из Санкт-Петербурга, поступил в СГУ. Он, конечно, там блеснул и все прочее. Ну, я думаю, все, провалилось. Приходите завтра. И вы знаете, что я хочу сказать? Вот насколько показателен эта черточка, как она показывает человека. Он, я не знаю, за вечер, за ночь, мы пришли к нему в 9 утра. Туда. Его не было, он пришел в 10, мы час ждали.
Он разобрал 2 наших блокнота, он расковырял вот все эти каракули, он поговорил с нами, около 2 часов проговорил почти по каждому стихотворению. Вот сколько нужно было потратить на нас сил, да, вроде бы, вот пришли вот так просто. И я благодарен судьбе за этот момент. Я благодарен судьбе за те секунды первое общение с ним и за тот толчок, может быть, который он дал вот мне. В альманахе Сыктывкар, вот в этом, в первом номере за 2000 год, большая статья об Александре Яковлевиче Алшутове. К большому сожалению, в энциклопедии Республики Коми нет статьи об Александре Яковлевиче Алшутове. Ни на буковку А, ни на буковку Б, к великому сожалению. Но правильно здесь прозвучало, люди, которые любят его, которые помнят его, не дадут как бы забыться имени и поэзии Александра Яковлевича Алшутова. Совершенно случайно, можно сказать, мы встретились с Александром Яковлевичем, но так, что на всю жизнь запомнилась эта встреча, потому что именно Александр Яковлевич и по его инициативе был сценарий и кинофильм о нашем университете «Самое лучшее, что было сделано в культурном таком плане об университете». Вот эта работа над фильмом, она была совместной, она показала замечательные стороны этого человека. Знаете, что главное мне запомнилось? Радоваться всему хорошему, что попалось на пути. Как-то отметить прямо восторг у него от всего светлого и радостного. Некоторые равнодушно бы прошли, а он все это видел. А дружба продолжалась, она началась за этим фильмом и продолжалась. И как-то Иван Егорыч Кулаков говорит, что хотел бы все-таки Александр Яковлевич посмотреть, как он, чтобы вы посмотрели, как он живет. И мы поехали. Так же, как Владимир Александрович, я поехала туда смотреть это жилье. Честно говоря, мурашки по коже до сих пор, как эта семья жила там. Короче говоря, квартиру-то он получил, только слишком поздно. В живописном месте, на высоком берегу Сысолы, в доме, построенном своими руками из старой сплавной боны, Александр Яковлевич живет вот уже 17 лет с женой Верой и дочерью Ксенией. Алшутов по своей натуре очень общительный человек. Он всегда был в гуще событий. Теперь он редко покидает свой дом, чаще приходит к нему. Человеку нужно очень многое, казалось бы. На самом деле не так уж и много. Когда-то, когда я вот уже почувствовал, что я начал писать профессиональные стихи, я в это время жил на Дальнем Востоке, на Сахалине, я подумал, что Бог с ним, со всеми материальными трудностями. И думаю, Господи, предложи мне кто-нибудь, ходи всю жизнь в этом синем китайском костюме, как китайцы мао-цзэдуновские, тебе будут давать пайку хлеба, но меня будут печатать все, что я написал, и без всякой правки. И я бы согласился. Я думаю, что счастье человека в исполнении его желаний. Если человек творческий, скажем, писатель, он хочет, чтобы его книги издавались так, как он их написал. Не искалеченной, никакой цензуры, никакими идеологическими вмешательствами. Ведь человек-архитектор, он хочет, чтобы ему дали строить так, как он хочет, чтобы ему там не тыкали всяческими возражениями. То есть я думаю, что счастье человека в реализации его возможностей, которые в нем заложены от Бога и которые он выработал себе сам путем самовоспитания или воспитанием, которое он получил от общества. А как вы считаете, вам удалось самореализоваться полностью? Нет, конечно, нет. На очень мизерный процент, понимаете. Дело в том, что в наших условиях, вот я об этом думал, я разговаривал со своими, друзьями, ровесниками, там, скажем, со Львом Анинским, с известным ныне критиком. Дело в том, что трагедия вот наших творческих людей, которые где-то кончили 10 класс году в 52-м, 53-м, получили среднее образование, в том, что КПД наша, коэффициент полезного действия, очень маленький. Мы все время работали во всевозможных шорах, в экономических, в идеологических, с железными занавесами, что человек никогда не может поехать туда, куда бы он хотел, скажем. Вот в детстве я очень любил, и сейчас люблю Джека Лондона, причем не только его северные рассказы, а вот его рассказы о южных морях, о капитане Грифе. И вот
мне так хотелось тогда иметь собственную яхту. Когда я жил на Сахалине, я еще даже в моря не ходил, я потом пошел, я мальчишкой жил на Сахалине, начиная ну, с 8-7 класса, с 8. Вот, потом я понял, что счастье не в этом. Вот сейчас у меня показалось, была возможность и поехать куда-то. А в свое время меня приглашал Варшавский университет во времена Брежнева. Так меня даже тогда в Польшу тоже что не выпустили. Я был невыездной поэт. И так очень многие. А сейчас можно было поехать, но помимо золотого занавеса, который есть, а я не богатый человек, богатым я никогда не был, вот, то я сейчас уже настолько устал, что я, в общем-то, и не очень хочу, потому что воображение, оно дополняет то, и литература, воображение заставляет, помогает увидеть то, где ты бы хотел побывать. Мне так думается. И вот поэтому, конечно, счастье человека, во-первых, в исполнении его желаний, реализации его личности и в том, чтобы он обладал внутренней свободой. Я Александра Яковлевича знал не так уже много, но достаточно для того, чтобы я его зауважал и сделал все, чтобы достойно проводить тогда и в последний путь. Делаю сегодня, исходя из того, что могу сделать, поддержать и Ксюшу, и Веру Владимировну. А запомнился он мне больше тем, что о нем рассказывали и говорили в начале. А потом, когда я с ним познакомился, ну, это был уникальный, конечно, человек. А рассказывали мне о нем чаще всего мне молодые, как я говорю, мои молодые друзья, Ксюша, которых, да и Вера Владимировна знает тоже практически всех. Когда Александр Яковлевич появился у нас в поселке, в Максаковке, ну это же событие было так-то, хотя не особо не афишировалось, диссиденты, что в Максаковке, в лесном поселке, да, так-то интересно. Он был действительно очень интересный человек. Он решил построить дом, во-первых, по канадской технологии в поселке. К сожалению, немножечко не получилось из-за того, что он был хороший писатель, поэт, хороший рассказчик, но не строитель, не технолог, конечно. Он был наивен, как все нестандартные люди, встречающиеся нам в жизни. Он был достаточно наивен. Но поселок Лесной, там люди всякие, тоже и простые, и сложные. И мне рассказывали ребята, что у нас был такой, ну я его раньше звал дядя Володя, Володя Рыжий. У меня был бригадиром в свое время на сплаве, когда я работал первые годы. Габов, да, Габов Володя. Значит, он подрядился к нему за руб. Топить печку. Вот натопил печку, руб. Надо было каждый день топить. А Александр Яковлевич переезжал там в субботу или когда туда приезжал, а я все время говорю: слушай, а что печка-то так растрескалась вся и пошла вот этими там большими огромными трещинами? Вот я стараюсь же, топлю. Но откуда он знал, что тот топит в день приезда и мощно, чтобы показать, что он каждый день подтапливал, так сказать. Но руб получал, как будто каждый день топил. Я был поражен, когда первый раз с ним встретился. Он достаточно оригинальный человек был. Выпьем, наливает так-то подкрашенную жидкость какую-то. Там закуска такая самая элементарная. Оказалось, это спирт. Я спирт второй раз в жизни пил. Первый раз выпил, попробовал спирт в 9 классе, а второй раз вот с ним. Те знания, которые хранились у него в голове, были, конечно, уникальные знания. Те люди, с которыми он встречался, как он рассказывал, как он говорил очень тепло и нежно о природе, о людях в поселке. Было просто удивительно. Поэтому вот не удивляйтесь, что я сегодня пришел. Мне просто захотелось отвлечься от всего и просто вспомнить и о нем, а в его лице вспомнить многих тех хороших людей, которые волей судьбы были заброшены к нам в республику и остались здесь в республике уже навечно. И в то же время очень много дали
тем людям, которые были рядом. Наши ребята тоже в Максаковке действительно много почерпнули из общения с ним, потому что это было необычно, не укладывалось в те рамки идеологических воззрений, в которых нас воспитывали с детства и в школе, да и после школы тоже. Поэтому некоторые мои молодые друзья и отличаются нестандартностью мышления до сих пор. Может быть, и во многом благодаря тому, что пообщались с Александром Яковлевичем в свое время. Так что пусть сегодня, давайте его вспомним сегодня, и если там что-то есть, пусть он знает, что люди помнят о нем и думают о нем и о тех делах, которые он сделал, будучи жив здесь вместе с нами на нашей грешной и счастливой земле. А букет цветов я бы хотел Вере Владимировне. Это строение, поражающее своими масштабами, напоминает выброшенный на берег гниющий корабль. Это дом, который Александр Яковлевич много лет тому назад задумал построить для себя и своей семьи. Но обстоятельства сложились иначе. Наверное, Алшутову больно смотреть на свою невоплощенную мечту. Может быть, именно поэтому Александр Яковлевич просил нас не снимать этот несостоявшийся дом на видеопленку. И все-таки мы сделали это. Для меня этот дом – образ иллюзорности многих наших устремлений и желаний в этом мире. В откровенном разговоре со мной Александр Яковлевич сказал, что не боится смерти. Он давно готов к встрече с вечностью. И пусть останется недостроенным этот дом, истинный и единственный дом Александр Алшутов построил внутри себя. Очень тяжело говорить. Вот. И я вам всем хочу сказать большое спасибо, что вы пришли, что вы помните отца. Вот. Что я чувствую, что он рядом, что он живет в ваших сердцах, в наших душах, что живет его творчество в ваших сердцах. Конечно, каждый понимает это по-своему. Знаете, вчера, когда мы с мамой готовили этот вечер, мы искали кассету с голосом, с его. Достали его вещи, включили кассету, папа стал читать стихи. На столе лежали его ручные часы, наручные. И знаете, они пошли. То есть это какой-то знак. Папа рядом. Папа ко всем вам очень хорошо относился, всех вас очень любил. На самом деле это есть та большая доброта, которая пришла вместе с ним. Спасибо. Я хочу завершить сегодняшний вечер на оптимистической ноте. Во-первых, я хочу вам сказать всей интеллигенции города Сыктывкара и республики Коми, всем жителям республики, всем тем, кто знал Александра Яковлевича, кто, может быть, где-то в своей душе когда-то говорит или говорил: вот, да, жил поэт, конечно, при жизни не оценили, вот умер, началось, вот квартиру дали когда-то, ну, так сказать, в гроб положили. Это правда, это на самом деле так. Но, несмотря ни на что, все-таки мы делаем большое дело, и только мы с вами, не только я, Ксения, художники, я имею в виду Гену Дмитриева, я имею в виду Бендерского, Романа, мы, ну и наши власти, которые сейчас, я имею в виду глава республики Коми Торлопов Владимир Александрович, экс-глава Юрий Алексеевич Спиридонов, мы затеяли очень большое дело, и почти оно сделано. То есть на могиле у поэта Алшутова, на кладбище в Краснозатонском, будет стоять мощный памятник в стиле Алшутова.
человек, за огонек дрожащей спички. Спасибо, собутыльник век, за то, что до конца не спился. Спасибо, женщины мои, за то, что вы меня любили. Спасибо, чернозем могил, за сладкий запах белых лилий. Спасибо, верные друзья, что есть у верности пределы. Всему спасибо, что нельзя вернуть назад и переделать. Спасибо, автомагистраль, за все попутные такси мне, за то, что в мире столько стран, в которых не был я. Спасибо. Еще спасибо от души всем тем, кому кричал «Спасите!», за то, что вы не подошли, за то, что я дошел. Спасибо. За то, что полон рот забот, которые лишают силы, за то, что нет во рту зубов, чтобы кусать других. Спасибо. Спасибо кошкам, мяу-мя. Спасибо детям и собакам. Вам всем спасибо, кто меня не разучил тихонько плакать. Всему спасибо, то, что есть. За то, что хлеб назвали хлебом, за то, что крыша ржавой жесть не заменить бездонным небом. За всю судьбу благодарю, за миг рождения и старость, за позднюю мою зарю, когда так мало жить осталось. Спасибо рекам и морям, которые меня качали. Всем тем спасибо, кто меня помянет, может быть, с печалью. А нет, спасибо и на том, и да поможет им Спаситель. Как гость, не застегнув пальто, я вымолвить спешу. Спасибо.